науки и технологий мы решили по-новому взглянуть на исследования, проводимые учеными Тувы и России, и на их вклад в развитие общества. Сегодня наша съемочная группа встретилась как с молодыми учеными, так и со старшим поколением Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований Сайдеш Сайнолович Сади, главный научный сотрудник, заведующий отделом государственного и муниципального управления, криминологии и социологических исследований. Исследуют молодой ученый такие темы, как оценка межэтнических и межконфессиональных отношений населения, мониторинг наркотической ситуации в республике, оценка уровня деловой и бытовой коррупции, анализ семейных ценностей населения, причинно-следственные связи бедности, проблемы демографии и другие актуальные для республики темы. Я начал работать в институте с лета 2015 года. Я перешел после работы в Верховном Урале, здесь начал работать. Ну, как бы такой основной целью заниматься наукой у меня не было. Я просто решил попробовать для начала. Постепенно это стало более увлекательно и, как бы сказать, это стало судьбой. Вот. Мы стали проводить различные научные исследования, политологические, социологические. Помню, мой первый выезд был летом 2015 года. Вот меня отправили в отдаленный Кажун, Байтайгинский, в село Карахыл. Для меня это было очень интересно, и тема этого исследования была вот именно электоральные предпочтения граждан. Мы съездили туда, опрашивали людей, посещали различные села, деревни, населенные пункты. В этот год я объездил почти всю Туву. Сразу, когда начал работать. Постепенно уже начал заниматься именно научной деятельностью, стал писать научные статьи, публиковать. Целями и задачами этих исследований является именно изучение различных сфер жизнедеятельности нашего тувинского общества. Сейчас, получается, уже на современном этапе. Как люди себя ощущают при различных процессах, как они живут, оценить их уровень занятости, трудоспособности, финансово-экономические положения людей, выяснить, в чем они нуждаются, какие их тревоги, опасения, какие проблемы их волнуют. Основной целью нашего института, я думаю, именно сопровождение деятельности, работы правительства и главы республики. Научное сопровождение. При проведении каких-либо научных исследований, например, социологических, политологических, выясняются те или иные задачи, и предлагаются различные пути решения, какие-либо рекомендации, для органов исполнительной власти. Когда мы исследовали именно электоральные предпочтения, в 2015 году именно людей волновали вопросы именно по поводу угля, бездомных собак, сажи в зимнее время. Эти вопросы уже в 2015 году и в последующих наших исследованиях они, я смотрел, они все оставались. Дополнительная информация для органов исполнительной власти, а принимать какие-либо меры, решения, это уже прерогатива органов властей. На протяжении всех годов мы провели, получается, мы считали, с Любляной Валерьевной, около 90 исследований мы провели 2015 года. Это различные тематики, начиная от электоральных предпочтений, заканчивая наркоситуацией, уровнем бедности. Выпускали различные научные статьи, публиковались в различном уровне журналах. Ездили в Тоджинский район с целью посетить, обследовать жителей села Сыстыхен. Один этот повод, добраться до него, надо было плыть по реке, сначала добираться до машины, потом плыть по реке на лодке. Люди нас очень радостно встречали, очень интересные обсуждения были. К ним, наверное, очень давно приезжали такие научные экспедиции. А мы ездили туда выяснить общественные настроения по поводу строительства различных крупных предприятий обогатительных, Лунсин, потом сейчас планируется строительство Аксубского месторождения, выяснить, как люди к этому относятся. Пока результаты еще на стадии обработки. Каждый год почти уже на протяжении 5 лет проводим
социологические исследования по изучению наркоситуации. На примере других регионов тоже вот они проводят. Органам исполнительной власти там, рекомендуется проводить работу с населением, с молодежью в первую очередь, там, со школьниками. По поводу безработицы, бедности приезжали к нам социологи из Федерального центра социологических исследований РАН, да, из Москвы. Мы с ними там, им давали рекомендации, как проводить, да, именно вот, допустим, в районах эти исследования. Вот они провели на территории всей Тувы тоже вот исследования по изучению бедности, там, безработицы. Выяснили именно такие особенности тувинской семьи. В каждой семье приходит другая семья на взаимовыручку. В российском регионе такого нету, да, что семья помогает семье, там, приносят, допустим, там барана отдают, да, там корову, да, безвозмездно. Они еще выявили, что в Туве очень развит такой теневой сектор экономики. Кроются около 5 миллиардов рублей, по-моему. Вот. И если эти деньги сделать легальными, то вот получается, наверное, уровень благосостояния жителей не такой же низкий. В 2019 году тоже вот по заданию правительства мы проводили, там было вот 2 исследования именно про деловую коррупцию и бытовую. Бытовая – это среди обычного населения, граждан, а деловая именно вот получается в органах власти, там, по трудоустройству. И выяснили, что коррупция у нас так, не так уж распространена, чем в других регионах. Буквально на днях мы совместно с агентством по делам национальностей тоже начали проводить социологические исследования по изучению межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Тыва. Планируется посещение почти всех районов Тувы с целью определить настроение по межнациональному вопросу. Каждому там хочется, чтобы была социальная поддержка, да, со стороны там, государства, обеспечивали жильем. Раньше, по-моему, в советское время такое практиковалось, да, что вот ученым давали жилье, там, земельные участки. Там. Вот у нас тоже, я помню, было много молодых парней, девушек, да, кто работал. Потом они поняли, что это не для них, там они уходили. Я могу пожелать всем своим коллегам, друзьям, всем тем, кто занимается наукой, дальше продолжать вот, развиваться, писать новые научные статьи, совершать новые открытия. Желаю всего наилучшего. Ученый-тувиновед, заслуженный деятель науки Республики Тыва, кандидат филологических наук Маргарита Петровна Татаринцева родилась не в Туве, но полвека своей жизни посвятила науке и исследованию старообрядчества и русского фольклора в республике. Дело в том, что у меня муж получил сюда распределение после окончания аспирантуры новосибирской. В новосибирском Саране он учился и на тюркологии, и сюда, значит, получил назначение на работу, а я приехала как жена мужа Бориса Исааковича Татаринцева. Но специальность у меня преподаватель русского языка и литературы и истории. Раньше в Новосибирске я уже в этих отраслях работала, в школе в основном, в техникумах. А когда я приехала сюда, и муж устроился на работу вот в этот институт, тогда он назывался ТНИЯЛИ, через некоторое время дирекция пригласила меня на работу в качестве редактора. Потому что у нас все наши издания, ученые записки и другие сборники, монографии, они издавались через издательство наше тувинское. И когда наши авторы нередко приносили свои монографии, рукописи, то издательство видело, что там много очень недоработок по разным, и отправляло назад автору. И после этого, значит, автор опять, в общем, очень долго туда-сюда эта рукопись переходила. И когда, значит, вот наша дирекция решила, что надо показать знатоку русского языка, посмотреть там все вот эти правила, чтобы были соблюдены. И вот на этой работе
работе я работала больше 4 лет. Наши знаменитые ученые в тесном сотрудничестве со мной работали Николай Алексеевич Сердобов, допустим, Дажусин Гелыч Кулар. Книги начала 70-х годов выходили. Но моя фамилия нигде не значилась. Я была как серый кардинал. А потом, значит, видя, что я человек довольно усердный, мне предложили тоже заняться близкими мне темами какими-нибудь в науке. И я выбрала литературоведение, поскольку всегда к этому склонность имела. И дали мне тему, название «Развитие тувинской критики». Тема совершенно не исследована была не только у нас в Туве, вообще по сибирским литературам. Не было ни у кого таких не было тем. Занималась совершенно самостоятельно. И в 1983 году, даже не учась в аспирантуре, успешно защитилась в Бурятском БИОНе свою эту монографию, которая называлась «Развитие литературно-критической мысли в Туве». Все отпуска я просиживала в библиотеке ГПНТБ и, в общем-то, очень-очень сильно старалась, но цели своей добилась. После этого меня признали, что я способна работать в науке, и дальше я уже редактированием занималась, конечно, но это было не основное мое занятие. В основном я уже занималась научными темами, занималась русским фольклором в Туве, который никто никогда до меня не собирал. И Антон Ковач Колзан, который руководил нашим сектором литературы и фольклора, просто требовал с меня, чтобы я начала эту работу, потому что фольклор – это такая уходящая натура, и это действительно так, и надо скорее торопиться, собрать, пока еще можно что-то собрать. И в течение 30 лет я ездила по деревням и селам Тувы. Ходила пешком чаще всего. С магнитофонами сначала вообще как чемодан. Но потом полегче стало. Там репортер появился. Маленьких тогда не было записывающих устройств. Обнаружились хорошие знатоки фольклора. Я с ними много-много лет работала. И результатом стало, что, во-первых, в нашем рукописном фонде есть основательная такая фонд «Русский фольклор в Туве». И я выпустила 4 сборника «Русский фольклор в Туве». А потом много лет преподавала в нашем университете этот предмет «Устное народное творчество», основываясь на собственных книгах, что очень нравилось студентам. Все произведения, которые они использовали, это были записаны у нас в Туве, конкретно в такой-то деревне, в которой они часто сами жили. После фольклора я перешла к исследованию старообрядцев. Когда институт создавался, и все было почти с нуля, с азбуки начинать, да, конечно, преимущество, первенство отдавалось тувинской тематике, историю, фольклор, литература, язык. И проблем было множество. А русская тема, так сказать, она постольку-поскольку. Появились такие возможности, и самое главное, в моем лице, так сказать, энтузиаст этого дела. Я сначала еще написала монографию «Русские писатели в Тувы». По этой книге защищают дипломы в нашем университете студенты. И потом уже перешла к старообрядчеству, поскольку это тоже совершенно неисследованная тема. Но старообрядчество, оно же ведь с одной стороны, так сказать, примыкает к русской теме, к фольклору, к русской этнографии, а с другой стороны связано с религоведением. Поэтому это тоже была очень большая работа для того, чтобы, так сказать, набрать нужных знаний, чтобы судить об этом явлении в Туве. Как говорят сейчас ученые, заповедник старой веры, особенный по сравнению, скажем, со старообрядцами Забайкалья. Даже и сравнивать нельзя. У них уже и верующих осталось от всех старообрядцев 30%, а наши старообрядцы крепко верующие люди. Ученые из других регионов приезжают к нам, они просто удивляются, восхищаются и готовы приезжать каждый сезон. В других регионах старообрядцы были больше включены в общественную жизнь, в государственные дела и подвергались большему воздействию административному и прочему, и прочему.
прочему. Наши старообрядцы, так сказать, как в свое верховье там они скомпоновались, да, и, так сказать, старались с государственными органами поменьше дел иметь. Ну, хотя, конечно, все равно зависели, но вплоть до того, что до сих пор некоторые отказываются получать паспорта, получать пенсии. То есть вот есть такие настроения у наших староверов, вот из тех времен, оставшихся со времен вот раскола, что с государством нельзя доверять, нельзя, так сказать, входить в тесные отношения, и поскольку оно всегда преследовало старообрядцев. И вот эти вот настроения, они, в общем-то, еще чувствуются. Хотя сейчас, последние, скажем, 20 лет, никаких гонений, притеснений, обид старообрядцев никто не чинит. Во-первых, у них собственная организация жизни. Они живут в соборе, они молятся, они, так сказать, соблюдают свои правила, живут по уставу, но те крепко верующие. Если это старообрядцы верующие, но не столь, допустим, усердно соблюдающие все законы, мирские их зовут, все равно они, так сказать, оглядываясь на на старшее поколение, на тех, кто дает им пример личный, стараются придерживаться вот тех же правил жизни, которые были свойственны их отцам, детям и предкам. Можно не закрывать дом, никто ничего не тронет. Очень послушные дети, вежливые, поливают огород летом, смотришь только так. В общем, такая система воспитания, система вот, привычек, обхождения друг с другом. Вот это их держит, так сказать, как бы вместе всех. С внешним миром, конечно, общаться приходится, поскольку так как старое поколение отказывается от пенсии, ну и какие уж у нас тут большие могут быть заработки, да? Промыслами занимаются, охотой там, лесозаготовками, когда вот работал в Сизиме леспромхоз. Свой, конечно, огород держит, и скот там в каком-то количестве, но не такие, как у тувинцев, большие, но какой-то домашний скот все равно там. В общем, и натуральное хозяйство сочетает вот со способами добыть деньги, встраиваясь в какие-то вот уже современные отношения. Ну, в частности, например, туристы, приезжая вот в Верховье, они иногда, так сказать, пользуются услугами лодки, снабжают их там рыбой. Тем, что они наполняют себя, им вполне достаточно, потому что это нам не хватает. У них свой, понимаете, свое мировоззрение, да. И если, допустим, вот в большие праздники люди по 6 часов на ногах молятся, да, и причем не однажды в сутки. 10 лет назад были монастыри, в которых жили отшельники и монахи, которые вообще только делали основное занятие – это общение с Богом, молитвы, и старались обеспечивать сами себя. Но, конечно, все равно деревня близкие помогали, поскольку там уже старые люди, там им даже и заготовить дрова трудно. Там. Но, тем не менее, понимаете, у них нет вот такого представления, что нужно посмотреть мир, надо использовать, так сказать, какие-то возможности. А в мир все равно им приходится иногда смотреть. У нас же проблема такая, что нам не хватает женихов и невест. Дело в том, что по старообрядческим законам только надо 7 поколений высчитать, чтобы не было родства. Только после этого возможно женитьба и свойства. Женитьба девушки и парня. Ну, а так как они уже давно живут вместе, они почти все друг другу родня. Приходится, так сказать, ездить за невестами в другие места. Но обязательно, чтобы такого же толка, чтобы этой же конфессии были, потому что среди старообрядцев несколько толков. Поповцы, беспоповцы. Беспоповцы делятся поморцы, там, титовцы, там, наши часовенные и так далее, и так далее. Вот надо это все учесть, прежде чем выбрать жениха и невесту. К нам, например, в Ужеб приезжала и живет сейчас невеста, ну, сейчас уже замужняя женщина, из Уругвая. Часовенного согласия, говорит прекрасно по-русски. Но только
только одета, конечно, несколько экзотично по сравнению с нашими старообрядцами. А так, вот это да. И они действительно вот таким образом какие-то связи семейные поддерживают, допустим, с старообрядцами, которые живут где-то на Амуре, на Дальнем Востоке. Дубчис – это монастырь часовенного согласия, известен во всем мире. Там многие наши, ну не многие, но довольно какое-то количество наших матушек живет, и они тоже с ними поддерживают связь. Не сказать, чтобы они прямо уединились, как Робинзон Крузо, больше никого не видят, кроме пятницы. Нет, есть связи, но потребности вот такой нет. И молодежь воспитана так же, что достаточно того, что вот имеем. Конечно, бывают случаи, когда вырастают, уезжают в город и вообще теряют связь со своей общиной, даже и с родителями, уйдя в мир, проработав где-нибудь на заводе там, или где-то в другом городе, в большом. Под старость, на 100 лет, у них появляется потребность вернуться к корням. И многие возвращаются. Маргарита Петровна – автор многих статей, которые вошли в Уренхайско-Тувинскую энциклопедию, посвященную столетию со дня образования ТНР. Многотомная Уренхайско-Тувинская энциклопедия – это универсальное научно-популярное справочное издание. Авторы проекта отмечают, что аналогичные энциклопедии имеют почти все регионы, а у Тувы она первая. Уренхайско-Тувинская энциклопедия – это не продукт нашего института. Это, так сказать, инициатор, там другой, вы знаете, Кадарул Алексеевич Бичилдей. Мы уже встраиваемся в те требования, которые он формулирует на основе опыта, значит, при энциклопедии таких, допустим, республик, как Татарстан, Башкортостан и другие. На их примере мы хотели тоже вот создать Уренхайскую энциклопедию. Но я не скажу, что я прямо самая большая активистка, самая большая. Ну, просто у меня опыт редактирования, конечно, сами понимаете, какой. И поэтому меня сразу включили в энциклопедию как в редакционную коллегию, и я не отказывалась, зная, что есть трудности у нас вот с этой проблемой. Ну и как автора я тоже участвовала, поскольку у меня есть такие сферы и науки, которыми другие исследователи в нашей республике не занимались. Ну, например, вот тоже старообрядчество, в Туве статья должна быть? Должна. Я пишу, потому что вот я первая начала. Допустим, русские писатели в Туве. Это те писатели, которые здесь жили, и те писатели, которые здесь бывали, о Туве писали. Тоже вот, допустим, целая статья. Допустим, русский фольклор в Туве тоже. И так далее. Другой человек, просто нет такого специалиста. Не такая у нас большая республика, не так богата кадрами. Довольно много было написано статей об ученых нашего института, с которыми я работала, которые вы хорошо знала, ну и тех, вот, которые, допустим, я считала, что я достаточно хорошо знаю этого человека, его труды, я старалась вот тоже на них написать. Некоторые писали сотнями статьи, ну, правда, они маленькие, у меня-то немножко побольше, ну, где-то больше 25 примерно статей разного типа. Я вот, читая сплошняком текст, допустим, других авторов, не своих, ну, допустим, досталась мне буква А. Я читаю все, что на букву А, там, Аржан, Алаш, там, Альгетамальталит, и все читаю. Я вижу, что одни статьи написаны очень хорошо, потому что писали специалисты, а другие статьи, ну, самые такого общего характера, которые можно просто взять из большой энциклопедии. У нас еще, конечно, нет в таком количестве специалистов, чтобы создавать вот такого большого объема энциклопедий. Кое-где это чувствуется, хотя я вижу, что люди старались. После прочтения там выписываю, делаю тоже вот такие как бы пожелания тем авторам, чего не хватает, на мой взгляд. Ну, как более такой умудренный опытом редактор. Ну, иногда прислушиваются. Сейчас вот мы эпоху ТНР, да, вот я редактировала «По пути народовластия»,
власти. Это очень надо быть таким глубоким специалистом и хорошо знать архивы, чтобы... А я не могу просто судить. Я только могу понять, что это интересно, довольно подробно, глубоко. Но, понимаете, вот какое-то такое, более такое квалифицированное суждение, я просто не специалист в этой области, да. И так по многим, допустим, очень много очень хороших таких по географии, по Аржанам, Туве, вот Каракес Аракча пишет очень интересные статьи. Ну, я тоже только могу сказать, что они красочные, иллюстрированные, все, но, знаете, только, наверное, специалист-химик может квалифицированно, а все ли там вложено в эту статью. Большинство-то, конечно, статей, наверное, удовлетворят читателей, но все равно, как человек уже много-много лет работающий в этой сфере, я переживаю, все ли будет у нас достаточно на хорошем, высоком уровне. Начались вот разные преобразования и реформы, мы почувствовали, что как-то гуманитарные науки, они как-то оттеснены, но вообще вот эти последние 10 лет в связи с утратой нашего здания были для нас очень трудными. Мы где попало, как попало, устраивались некоторые к дому, в приспособленных помещениях. И такого общения, и чистоты собраний общих не было, где бы мы могли обсуждать свои проблемы. И мы очень рады, что, наконец, все сдвинулось с мертвой точки, и жизнь войдет в свою колею. У нас есть очень много, большое поле для исследований и в гуманитарном отношении, и в экономике. И очень важно, на мой взгляд, соблюсти преемственность между старшим поколением, я не говорю старым, а старшим, и молодым. Потому что, когда мы пришли, мы тоже были совершенно такие желторотые птенцы, и нам тоже более умелые и опытные подсказывали, направляли, критиковали. Напишет, и часто бывало, человек свою первую в жизни статью, мы начинаем на секторе разбирать, ну, вроде доброжелательно, а он после этого обсуждения плачет, потому что ему показалось, что к нему несправедливы. Ну, а мы просто требуем то, что требуется, а он еще этих требований не знает, он совсем молодой, он только начинает. И это все почти прошли через это. И вот эта вот преемственность, она должна быть, доброжелательное отношение к молодому поколению и передавать опыт своих вот наработок. Если это сохранится, это будет, тогда за институт можно быть спокойным. Идут сюда работать, конечно, не те, которые, так сказать, что-то тут могут особенное заработать. Нет, у нас таких возможностей нет. Но зато, кто уже встал на этот путь, тот всегда старается, так сказать, остаться в наших стенах. Во-первых, не бояться, не стесняться, обращаться с просьбами и за помощью к старшим, просить советов у них. Во-вторых, вступать в контакт с учеными других областей, регионов и стран. У нас есть опыт совместных, допустим, исследований с зарубежными учеными. И вообще, так сказать, не ограничиваться только узкими рамками вот, Тувы, и, хотя у нас все-таки основная тема тувинская, но, так сказать, знать, что происходит рядом, по соседству, как далеко ушла наука в этом направлении, и вот это не терять, вот этой вот высоты, потому что иначе мы очень быстро, так сказать, скатимся на провинциальный уровень. Маргарита Петровна – известный литературовед, литературный критик, этнограф и фольклорист, исследователь старообрядчества и русского фольклора в Туве. Личность Маргариты Петровны многогранна. Она ученый с большой буквы, педагог и наставник своих молодых коллег. Сайдеш Сайнолович планирует защитить диссертацию на ученую степень в этом году и ждет вызова из Томского госуниверситета, где это мероприятие и должно состояться. Он, как и многие его коллеги, отмечает, что в последние 1,5-2 года ощущается мощная поддержка молодых исследователей на самом высоком уровне. Это ученые Тувы, пополнившие золотой запас нашей нации. Айдана Хвалык, Владимир Сертук, Мира Энергет, Тува 24.